Байры, Ассонада. Стага истакма, зарде зардамо, Вашкерги, Баракманте, Хорзанха, Ват. Продолжение темы снисполслания депутатам и золотой молодежи. Хочу продолжить тему. Вчерашнюю тему. Так как вопросы, которые я вчера поднял, они наиболее актуальны в наше время. И мое послание, конечно, прежде всего нашим депутатам, потому что от них зависит будущее нашего народа, у них власть, они ближе к тому, что происходит внутри политики. И вчера я начал свою тему с того, что такое для нашего народа Вастерджи. Это небожитель, единый дух нашего народа Сехасса, путник воинов, то есть объединяющая сила нашего народа, которая прошла через скифского царя Таргитая, который объединил людей, обучил верховой езде. Это первая боевая конница, колесница, которая потом прославилась на весь мир. Оттуда и пошло и рыцарство, таковое, от скифов к сарматам. Байрайт. Вопросы свои пока попридержите, пока я хочу выразить свою мысль, идею, а потом уже в конце поговорим, если получится, если успеем. Так вот, сегодня эти праздники-то проходят, но из года в год, как мы видим, ничего к улучшению не идет, значит, мы что-то делаем неправильно. Практически за каждым столом пьянство, чревоугодие. То есть мы неправильно силу, которую неправильно используем. И тот, кто может сегодня, к чему это все говорю, почему я упомянул Вастерджи, тот, кто способен объединять на пути к возрождению, единству, сплочению нашего народа,
через того и проявляется эта сила. Дух Уастерджи – это единый наш эгрегор нашего народа. Вот о чем речь. Если кто-то у власти, в правительстве из осетин думает, что заново какую-то работу в кабинет, тем самым он обеспечил себе богатство, материальное богатство, будущее своих детей, то есть то сегодня это нет никакой перспективы, это не актуально, потому что мы знаем, что воровство, взятки, чревоугодие и так далее, наживание на чужом горе, беде, денег, у этого пути нет перспективы, если ты воруешь у своего народа. Потому что, как я сказал, изо дня в день цены на продукты растут, дорожают буквально. И люди зажаты, они, не знаю, все, что зарабатывают, если большинство в долги уходят, кредит и так далее и тому подобное. И к чему я это говорю? Если из правительства думает, что кто-то обеспечил себе богатое будущее, то он ошибается, потому что он и есть народ. Если твой народ голодает, обнищает, еще раз скажу, что не так страшно, если человек беден. Материально страшно, когда беден, то есть нищ душой. Вот это страшно, это есть духовная смерть. Но если сегодня наши стены в правительстве, кого не поддержат народ, то и вам будет плохо, потому что народ – это сила, это ваша сила. Если эта сила ослабнет, то и вы кому нужны среди остального мира. Вы растворитесь, растворится наш народ, наша история, традиции, обычаи и так далее и тому подобное. А кому вы, где вы нужны? Наш народ, национальное самосознание, наше «я» нас и делает, наша культура, история, традиция, обычаи. Если это все мы потеряем, то смысл вашего материального обогащения, нет этого смысла. То есть нет перспективы у вас и правильного пути. Вот и благодаря силе Уастерджи у меня есть такая сила объединять вас, направлять на правильный путь. И поэтому опомнитесь, осознайте, кто вы. В момент сейчас одного шайтана заблокирую, то много болтает. Пусть скороговорки теперь сам собой. Не отходим от темы. Я сказал, вопросы все не сейчас, отложите на конец.
Так вот, нужно нашему правительству, нашим осетинам, том еще есть искра, это стать на правильный путь, и на перспективу надо играть в долговую, на опережение, потому что изо дня в день те планы эти, которые вам не нравятся, этих глобалистов, они осуществляются. Вот о чем. Поэтому срочно вы должны план действия объединить наши силы, потенциалы, которые у нас есть. Об этих потенциалах, идеях я уже в предыдущем своем видео в прямом эфире озвучил. Но пока на данный момент о чем идет речь, мы зависимы, да, от глобальной системы, от ресурсов, так как, понятное дело, но чтобы вдруг есть что, там свет отключат и так далее, какие-то маневры, чтобы не быть, жить с открытыми ртами, что вот что будет, как будет, чтобы обезопасить себя и сохранить, самосохраниться. Озвучиваю вам не то, что идея, а необходимость. Допустим, свет там, тот же свет там, что у нас можно придумать? Там буржуйки сразу переключиться на уголь, там, да, буржуйки обеспечьте, основная масса, я же говорю, там, вся их зарплата, вот, по копейке уходит на ЖКХ, коммунальные, на еду, если. То есть они, вот сегодня то, что заработает, на это и живут. У них нет такой возможности, поэтому обеспечьте, что я, вот, предложение, обеспечьте их, вот. Знаете почему? Потому что вот как 20-го был сход, когда люди в неопределенности, в хаосе, вдруг внезапно на них свалилась с неба вот эта проблема, они сразу им обрубили там, сказали, на работу не надо идти, там, изоляция, самоизоляция, то есть это их работа была, их хлеб. Вот то, что они сегодня заработают, то и будут. А тут им резко обрубают, люди, естественно, недовольны в хаосе. Вот чтобы такого не было, нужно на перспективу, на опережение, еще раз повторяю, делайте все на опережение, не ждите. Потому что когда внезапно опять что-то придет, люди в хаосе будут, а лучше изо дня в день не становится. На продукты дорожает все, там людей зажали за горло, Отсюда следует перспектива болезни, там, смерть, там, геноцид, там, так далее и тому подобное. Вот что более-менее как-то себя, если мы хотим, вот вы, это прежде всего вы есть народ, это ваша сила. Вы из народа есть, если у вас еще есть какая-то искра. То есть продукты первое необходимо, все, что на какое-то время. А дальше уже нам легче будет. То есть сделать, да, на перспективу, чтобы нам на какой-то случай, вот, непредвиденный, вдруг что нам, чтобы мы спокойно перешли, за это уже не переживали. То есть, вот, допустим, свет отключат там, глобальный какой-то там, это я просто так, что не бывает, все же бывает. И у всех могут переключиться, допустим,
на другие там печи, как они, буржуйки или как вот, когда есть, да, чтобы у них все уже было заготовлено заранее, они от холода не умерли. Представляете, если зимой резко отключат там что-то там такое, бедные люди что будут делать? От холода они умрут, поэтому, а денег у них нету. Вот первое, что можно сделать, это вот об этом подумать. Далее, продукты первой необходимости. Возьмите пример с Вадима Чельдиева, его благотворительного фонда, который он создал, Ирон Зил. Вот точку, которую он сделал, создал, и туда привозили то, что мог. Там продукты, первая необходимость, там, сами знаете, перечислять вам не надо. Сделайте у нас в городе такие точки, пусть будет там у нас запас, запасайтесь, то есть и с людьми вот такой тесный контакт, чтобы они не переживали, что вот если что-то там, мы вот так-то, так-то уже знаем, куда идти, где объединяться, где вот по любым вот этим вопросам, то есть на опережение, а не доводите до того, что ну вот, а потом народ взбунтуется там, что в хаосе, вам же этого не надо. Поэтому тесное общение с народом через меня, через прямые эфиры делайте как-то что-то. Помогайте как-то, делайте на запас там. Допустим, интернет отключат, создайте свой интернет, свои сети, свою базу данных. То есть все свое, одним словом, все свое. Банк семян, свой банк семян без ГМО. Объедините наших золотых младших, у кого есть потенциал в разной сфере, там, культуры особенно. Не в Закпалкархаю, не Ахдау-Табалкархаю, не в Карджине, Ахдау, зона Джина така, зона, Каса Талмацкана, масса паевканта, ученые, всех вот осетин своих, весь свой, объедините, философов, не знаю, своих золотых. Вот как нам эти глобалисты создали эту систему, играя в долговую, вот так и мы должны создать, то есть альтернативу, только свою. Мало каура бавдешета. Иначе тахкасарте хузан, махале угалаште хузан. Хежджана, чего мы, где мы растворимся, понимаете? И как народ и ослабнем, перспективы нет. У вас вот сейчас есть возможность, потому что без 5 минут там сколько-то мы в концлагере будем или в рабстве искусственного интеллекта. Если вы не доверяете, как Сабалне Вандета, сомневаетесь в этом, то не ждите, вагаласта халеума дарета, начните свое создавать, свою альтернативу. Охан зунткинтанайта. Я еще раз говорю, если кто-то из вас думает, что обеспечив себе там теплое место, он себе обеспечил богатое будущее и будущее детей, нет, вас нет. Если ваш народ, вы есть народ, мы одно единое целое. Нет того, что вы один, моя хата с краю справа. Если наш народ геноцид там, и вас, вы кто тогда?
Мое «я» состоит из моей истории, традиций, обычаев, из моих предков, духовных предков. Если я с ними оборву связь, а это моя опора, моя история, значит, я сам себя уничтожу. Ну, кто я тогда? Что такое мое «я»? А кому вы нужны? Если народ, ну, не станет, вы там кому нужны со своим богатством? Полным-полно в округе. Кто нас уничтожил? Тюрки вначале. Не уничтожили, а потеснили тюрки. А потом монголы. А из-за чего? Из-за того, что была феодальная раздробленность. Кто нас объединил? Великий царь Дургулель. Аланский царь Дургулель. До этого и после него опять феодальная раздробленность. Караджехаца. Караджема Быковатку там. Галой. Галты. Ну, не знаю, нам это очень сильно мешает. Это непонятки какие-то, личные неприязни какие-то, гнилые какие-то. Надо быть духом возвышенным и к высокодуховным целям устремленным быть. И если, сейчас такое вообще не пойдет. Быкуешь на кого-то, ты на себя быкуешь. Кому это надо? За этим всем стоят третьи лица, вы их даже не знаете, они вами как хотят, так и карты у них, они как хотят, так и будут играть вашей судьбой, нашей истории. Пока мы не опомнимся, не появится у нас эта национальная самоосознанность и не станем работать над тем, чтобы у нас была своя независимость, по крайней мере. То есть суть в чем? Обезопасить себя и самосохраниться на данный момент. И вот и все. Дальше, если мы этого сейчас не делаем, в округе полным-полно врагов. А если вы думаете куда-то убежите, а там вы кому нужны или что у вас, все, нет два народа, фамилию тогда тоже вам поменять надо и вообще. Даже у овощей есть свое самоназвание. А у вас даже и не овощи будьте, и не будьте где-то там, непонятно, бедный духом. Самое вот плохое, катастрофа, это когда человек нищ духом, когда у него нет ни истории, нет, он никто, он просто как сущность. А почему у нас так? Над этим работали давным-давно, чтобы это у нас отнять, национальную самоосознанность. И работает до сих пор, чтобы вот эти шоу там, чтобы нас уводить от сути, под этим всем продолжать свою работу по осуществлению своих планов, проекта будущего. Золотых парней, то есть мужчин, молодежи много. Лично меня поставьте там по проекту «Аланское наследие культуры». Уже все есть там. Так что вот так. Я сам сказал, что нужно дальше уже смотреть сами.
Эти праздники, еще раз говорю, это Васкерги Барагбон. Набон Байу Джина Фатпал Байархан Катне, это праздник танца. Какой праздник? У нас беда, у нас какой где это единый? Если Вастерджи это единый дух, где это единство? Из года в год этого единства у нас нет ничего. Тогда спрашивается, если молитва, значит вы что-то неправильно делаете, значит ваши молитвы не так вы сами понимаете. Что это такое вообще? Если из года в год вы в руках держите водку, какой смысл в эти праздники? Вы самообманом занимаетесь, никакое развитие эти праздники вам. Это не, вы не Вастерджи, понимаете? Это Вастерджи, это сила единства. Сила, которая объединяет. Если вы не можете объединитесь, зачем эти праздники вам? Ну, кому вы по хайрактам поклоняетесь? Все. У нас идет из года, изо дня в день все дороже, хуже делается, и мы мах кува гадом. А что это кува? Что это такое? Куда? Где, ну? Но бедный народ богаче почему не становится? Почему на просьбы ничего не? Потому что вы неправильно это все понимаете. У народа воруете там, я не знаю, на чужом горе нажи. Ну это же все знают, взятки, это воровство, все. А у этого перспективы не было и никогда не будет. Поэтому опомнитесь, одумайтесь. Оставьте собирать деньги на эти игрушки, Ламборджини, Диабло. Благо есть Цайфарчиному. Есть что Раснат Полкайвара Амуна. Не знаю. В общем, что я этим всем вот этим сказал, думаю, поняли вы, что на опережение вам нужно все делать. То есть не доводить до того, что в один момент, как 20-го был сход, там другие вот люди в неопределенности, непонятке, вот, хаосе. Поэтому так и случилось. А чтобы до этого не доводить, нужно на опережение с людьми более тесно начинать общаться, контачить там. Точки открыть по всему городу. Продукты, вот как я сказал, как Вадим Чельдев сделал вот эти точки, точку Иронзил. То есть запас там на первое время хотя бы как-то. Чтоб, если что, мы точно знали, были уверены, что если нам так сделают, мы тихо, свободно перейдем, ну ничего не будет там. Нежели когда вдруг есть что, и народ в панике. То есть паника. А паника это, представляете, какой хаос будет там. Поэтому думайте, у вас же галстуки, вы же умные.
Bidu Bayrak. Isafon fondanin iskotonca. Skotonca ma kaisovci, sahodak ne savcanca fetca gider. Kamankamca. Проблема у медаги масса едина. Кот мама я думаю, что вот многие, да, осуждают там, прави там, но не в рабстве этой системы глобальной. Кто не перед российским правительством, там, мировым, там же каждый друг от друга, там целая паутина. Друг от друга чем-то кто-то зависим, там, не все так просто, но умные люди, ну, как-то же могут по своим... Все зависит от себя, от чувства национального достоинства, патриотизма, значит, не знаю, то ли своей головы нет, то ли идут на поводу чьих-то. Самому и своего я, наверное, нет, гордости нет, в хорошем смысле этого слова. Творческих идей нету. Вот поэтому с открытыми ртами и для себя, все для себя. Моя хата с краю, там, будьте пророками для своего народа. Народ это и есть ваша сила. Вы из народа и были созданы, сотворены с нашего единого духа. Это наша история. Если кто-то думает, что он от народа куда-то ушел, там обогатился, да ничего ты, ну, завтра, послезавтра народ обеднеет, там, геноцид это, и ты. Мы же знаем, что идет борьба за нашу историю, за земли, за наследство, там, даже большинство наших уже сомневаются в том, кто они, кто наш, что они на своей земле живут. В своем самоназвании уже своей национальности сомневаются. Если народ, то ты обогатишься, и у тебя будет что покушать, но завтра тебе враги придут, ты один останешься, скажут, у тебя нет истории, ты не осетин, у тебя фамилия этих там, свою фамилию скажут, ты вообще не осетин, у тебя истории нет. Там. А если что-нибудь скажут, тебя там на шампур. Вот и все. Поэтому, если кто-то думает, что он... Нет. Прежде всего, когда вы идете в правительство, там, если кто-то думает, что он здесь черная дыра, работ нет, это понятно, такое государство довели до этого, продажных много там несут. Но если ты уехал там, ты обогатился, не надо ненависть там. Приди и сделай что-то, да, потому что это твой народ, твои корни, твое, вот ты есть ты. Вот. А если ты, каждый будет так уходить там, как предки уходили, великие предки, мы же бьем ими в грудь, когда задевают нас за наше чувство национального достоинства, мы же начинаем гордиться. А предки как где? На бал почему уходили? Чтобы возвратиться с добычей. Или как там, до старости редко кто доживал. Если ты мужчина, докажи, что ты имеешь право быть в строю, ты должен свою силу доказать. А если нет, тогда презирали там, все знают Алан. Или он был вынужден в самый центр битвы зайти и там погибнуть достойно.
потому что думали, если он до старости доживал, значит где-то сочковал. Здесь тоже так, по предкам, по их великим делам измеряйте свою жизнь. Если вы ушли, мечтайте о том, чтобы прийти с Балцией для своего народа что-то. Поэтому всех сюда тяните. Всех ученых, всех, кто смог что-то, сюда. Где ваше чувство патриотизма? По воле Всевышнего мы после тюрков выжили, после монгол выжили. Что, просто так, что ли? Это, представляете, народ должен был сохранить среди тысячи там племен, которые вообще исчезли, мы самые живучие стали среди иранского древнего мира. Представляете себе? Это до такой степени, там, я не знаю, по лезвию ножа там как-то выжили там. Представляете, еще и сохранили как-то. Тут и все начали внезапно куда-то уезжать там. И что такое? Слабаки. Наоборот, Всевышний проверяет силу духа в этот момент. Вахердамер кадзаканайте. Арсамай кадзаканайте. Чё, как с открытыми там, ждете пока это? Здесь дело не в том, что какой-то национализм. Мы же понимаем, здравомыслящие люди, что Таурахты куде, Торганак намфал, Кана был Торкану, и он был Махтар Торканан. Мы со всеми идем, нам это нравится, но если кто-то хочет нас лишить права голоса, мы же никому, нам просто дайте нормально развиваться, чтобы мы в достатке жили, чтобы не притесняли там. Все как в нормальных цивилизованных странах. Но если мы что-то там, значит, ну и цивилизованные страны на каком труде они процветают? На рабческом труде. Ну сделайте разумно так. Тем более сейчас не древний мир. Тогда, смотрите, тогда еще прокатило бы там с кем-нибудь повоевать, там луки, стрелы, мечи, это ну. А посмотрите сейчас какое оружие, искусственное, биологическое оружие, какие взрывные там. Что за химия, что за оружие разрушающее. Сейчас любая война, сейчас нужно акцент сделать на сохранение земли. Земли не будет ничего. Кому эта война нужна? Искусственно созданное биологическое оружие разрушает там все вот эти атомные там. Представляете такое? Но если сейчас дальше так пойдет, это войны там, все, земля разрушится как непоправимые какие-то последствия. Другие технологии, сейчас другой вариант, сейчас все должны работать над тем, чтобы избежать войны, сохранить землю, экологию. Но кто-то же это продолжает, а как это решить?
И еще постоянно, что хорошо, что не забыл, вспомнил, вот там дьяволы, мракобесы нас хотят там победить, это дьяволы там. Нет, это не природная сущность человека, это вот как в религии привязанность к материальному. Вот где проблема кроется. Самозаколдовывание в материальный мир. Но если вы пытаетесь как-то, надо разумно это делать, чтобы не нарушать эволюцию. Что в здоровой живой среде эволюционировала каждая сущность, а не искусственный интеллект. Или может они знают что-то больше. Ну тогда вахеба аргонкант, откройте себя и чтобы мы знали, что куда идет, где наша перспектива, что за этим, чтобы мы, как разумные люди, знали, куда. Кто-то же это все создал, он, значит, понимает, куда это. Перспективу. Вы представляете, на какую перспективу он задолго это все, чтобы реализовать свою идею. Значит, он знает чего-то больше, чем мы должны тоже тогда знать, куда наше будущее, чего они хотят, и перспектива этого, или мы, поэтому и паника, поэтому у многих не верят, потому что не знают, куда это все. В общем, разобраться надо, но суть данного видео прямого эфира была это сказать нашим депутатам, чтобы они шли на опережение, доводить до того, что в один момент на народ что-то свалится, они потом в панике, в хаосе. Лучше себя обезопасить заранее там, чтобы мы технично, спокойно, не все были предупреждены, заранее знали, все спокойно, без всяких там дрыганий, там брыканий. Спокойно, да. И это мой вам совет. Ну, лучше, перспективнее этого вам, ну вот, я не знаю. Просто я наблюдаю, ничего не происходит так, никаких активных, на какой-то, как будто своей волне такого тесного общения с народом, вот, ну, вот, говорит-то кто об этом всем, вот, более актуально, это наш Шалам Мамиев, но он говорит, я говорю, а это же нужно делать, а для того, чтобы делать, нужны средства, деньги нужны. А у кого? У вас в правительстве. Вот ты. Мы же тоже не глупые, не дураки там. От народа тоже. То, что мы слышим, то, что народ говорит, мы вам доносим, что вы, ну, как-то, что потом, сами потом. Вам же самим хуже будет. Кому вы, если хуже делаете? И для чего туда идете? Еще раз. Если вы туда идете, если даже думаете, что да, народ там, то есть о себе думает, то я же говорю, если народ уже вот прижали к горлу им, вы же понимаете, каждый день цены растут. И так еле-еле все, всю свою пенсию большую, им даже этого не хватит, а куда дальше? О культуре не думает потом, а об остальных вещах. И так и народ, он слабеет, ну, геноцид.
Когда народа не станет, вы одни останетесь со своим богатством. Кому вы нужны будете? Враги к вам придут, скажут, вы не осетины, у вас истории нет, ничего нет, вы никто. И вы скажете, да, лишь бы у вас кусочек хлеба. Ну, с какой совестью вы будете жить, да. Но это не знаю, каким нужно быть, чтобы без истории, без, вот возьми предмет, разницы нет, ну что это такое. Вот поэтому ваша сила это народ. Вот и все, вот то, что, то есть обезопасить себя и на опережение. Ко всему надо разумно подходить. Сейчас такое время, что нет такого. Ты отдельно, народ отдельно, это отдельно, уже такие не прокатят. Вы не с народом, значит, у вас нет будущего, нет, и вас самих нету. И мы без вас тоже, потому что мы в таком положении. Да, и молодежи тоже хочу сказать, направьте свою силу в нужное русло, а не туда, то, что у вас отсутствие, уводы. То есть развлечения разные там. Сила не в этом, это слабость ваша. Специально это все делается, чтобы развлечения, знаете в чем? Что у вас, силы ваши, потенциал ваш. Вот где развлечения. Там же намного интереснее показать себя, что вы покруче, чем там другие цивилизации. Докажите им в науке вот то, что актуально сегодня. А не идти на поводу, как и без своего тахкасарте хузан. Вот в этом нашим предкам равных не было. И отличия, по крайней мере, независимы были. На нашу культуру мода была. И эту культуру позаимствовали, переиначили на свою сторону. Вы эту переделку копируете. Когда это ваше же есть, а вы свою не признаете. Это как? Фред, давай на выборы. Это не мое, я там. Вот я ваш президент, живой президент. Что вам еще надо? Вам только поддерживать надо. Свои идеи, все я же озвучиваю. Вот мой кабинет.
Что еще надо? Главное понять, что я направляю на правильный путь, дорогу, показываю правильный путь. Вы там празднуете, там большинство там в руках водку держит, ну, а я именно тот, кто эту силу Вастерджи вам вот транслирует, то, что он говорит. Потому что я объединяю на правильный путь стали. От кого надо слушаться? Да, как это не звучит, а я говорю там, я Вастерджи, самозванец какой-то. Ну а почему нет? Ну сколько можно из года в год одно и то же, и ничего вообще лучше никак не делается из года в год. Что это за праздники? Значит, вы что-то не так делаете, неправильно. Это, ну, это факт. Странные люди. QR-коды, Боджоланты, QR-коды это цивилизованно, как думаешь? Вот все же об этом говорят, что все идет к тому, что ну, станем как вот, в рабстве искусственного интеллекта. А в чьих руках этот искусственный интеллект будет? Вы им доверяете? Я думаю, нет. Но я думаю, что тот, кто этот создавал, представляете, чтобы этот план осуществлять, он задолго до этого всю эту систему структурировал, создавал по всей глобально, внедрял во все города, страны, своих агентов туда-сюда. Это надо было, представляете, какой труд, какую... Значит, он не глупый, это задолго. Вот представляете, вот, ну, сами подумайте, когда это могло, ну, вот эта идея пришла. Клаус Шваб, там, масоны, мормоны. Это же древнейшая ложь там. Представляете, с тех пор вот эти фильмы, когда фантастические, Элизиум, там, другие вот с роботами связаны. Уже тогда они, вот, значит, они все это, представляете, с каких времен, это же надо было еще эту фантастику осуществить. Тогда это вообще большинство не на слуху было, настолько мы отсталы были. А это все уже, представляете, как эти ну, идеологи, откуда это все пошло, технологии начались. Наши предки бы даже, ну, подумали, ну, вообще, представляете, это уже реализовывается. Но мы же не знаем, в каких интересах и планах. Мы реализовываем, понимаете, мы реализовываем их планы, идею, как бы рабы этого. А мы, допустим, они там на Марс хотят заселить там, зная о том, что здесь самоуничтожится мир. Им нужна рабческая сила. Вот они систему создали, мы как бы на них работаем, они там туда седутся. Вот как в фильме «Элизиум», кто смотрел, там, где как бы третьесортные
на земле остались в этом хаосе, они там рай создали, и мы для них как-то, ну так. То есть мы их планы осуществляем. И вот поэтому я часто говорю, не ведитесь на вот эти шоу, там, Асхаб Тамаевы всякие, где там вот на шоу много денег. То есть шоу-бизнес это все. Для этого и нужны шоу, чтобы мы уходили от сути, сами ничего не, чтобы у нас ни культуры, все обесценилось, все наши понятия. И служили тем вот в их интересах, понимаете? Чтобы у нас не было чувства национального достоинства, национальная самоосознанность, патриотизм, вот это все у нас вот над этим работали, что работают до сих пор, и многие еще и думают там. Чтобы у нас мы как были без вот, ну, просто существа, рабы, сила им такая, ну, живая сила. Не внедряют они нам путем там страха, там, всяких, в общем, технологий. Чтобы у нас ничего не осталось человеческого, просто как рабы в их идее. И мы пытаемся донести постоянно то, что у нас своя культура, мы такие. Ком еще есть искра, вот, не погасла, вот, что и возродить это, самосохранение. Об этом и речь идет. То есть выбор. Или мы уверены, вот кто из вас хочет в их планах, ну, быть там, вам такая перспектива. Может, вы сами хотите на Марс куда-то. А все из-за того, что вот поэтому нас объединили вот этим материальным, да, вот этим чисто бытового. Большинство старших, они как рассуждают? Ну, нужно там, ну, как бывает, нужно на работу, там, деньги, там, жизнь, реально. А на самом деле у нас отняли чувство вот прекрасного буду, воображения. Вот. Эти же вот то, что мы осуществляем их планы, у них же вот эта идея, она звучит фантастически, но она реализовывается, она будет. Мы в их вот этом плане играем такую роль, их фантастику осуществляем. То есть мы их, ну, рай, можно сказать. Ну, если вам и нам внедряют, нартовский это бред, это миф, это все, чтобы нас увести эти с головы вот наши творческие идеи, мысли, вот этого. Чтобы у нас ничего такого не осталось, такого чувства от Всевышнего, чувства творчества, воображения такого, что чувство любви у нас отнят. Чтобы мы не создавали там, где мы для себя рай, не стремились тоже к своему, вот, своей мечте какой-то, свой рай создать. А они так обустроили, чтобы мы их планы, да, вот, ну, это мое мнение, ну, я так и думаю, что к этому, об этом их фильмы говорят. Поэтому задайте себе вопрос, если вы даже идете вперед, против вот что-то, вот как 20-го был сход там, почему я притормозил? Потому что нужно четко знать, как нам народ, во-первых, объединиться, четко знать, какое мы хотим видеть наше будущее. Допустим, если бы не было, не пошло бы по пути вот
искусственного, в сторону искусственного интеллекта, роботизация была так, как было, старый мир, то все равно шло на самоуничтожение, потому что вот этот крупные товарные фирмы, производства, они же нескончаемо истощают природные ресурсы Земли, экологическую систему там, загрязняют там. И чтобы это все остановить, это представляет, они что делают на вот этом масс-маркет, все, на этом, на нас и на нашем здоровье деньги зарабатывают там, то есть тогда нам надо, ну, по крайней мере, даже не покупать все, что связано, вот Кока-кола, допустим, там, сникерсы, твиксы, конфеты, вот все, что масс-маркет, дешевки, полуфабрикаты, вот это все резко обрубить, вообще не покупать, чисто принципиально, и начать на оздоровление, что, ну, свое что-то делать, ну, есть благо, альтернатива, есть чем заменить, если человек хочет, то есть в любом, и если бы осталось так, как было, идет на самоуничтожение, потому что люди чревоугодничают, чревоугодцы, чрезмерно, нет рамки, переходят рамки, нет умеренности. В том любом случае нужно, да, разумный подход ко всему. Почему до этого, допустим, люди ничего не делали, как-то вот такие вот, особенно насчет экологический вопрос, тот же, да, вот о том, чем я говорю, масс-маркет, там, допустим, что я предлагал, там, не покупать элементарно эту химию. Никто же не слушал. А если народу этого не надо, не о будущем, они не видят свое будущее, как эволюция, как разумный человек, что он из себя представляет как сущность, духовная сущность, и куда ему идти, не задумывается, нет единства, то руководят нами те, кто свои какие-то идеи осуществляют, потому что у вас нет своей позиции, своей альтернативы. Вы не можете создать, потому что у вас нет этого своего я, своих творческих идей, нет единства, нет сплоченности, нет, каждый сам по себе там, каждый стремится к богатству, там, чисто тупо, тупой быт, отрубленный от своих духовных предков, от эволюции, там, от знания о мироздании. А эти знания наши предки обладали о мироздании, эти знания, за эти знания всегда шла война, охота, потому что вот у Гитлера вот эти свастики, эти почему, как оказались. Он по всему миру, у буддистов его, у них же знания были, вот эти чаша граля, вот это все, он в поисках этих знаний был. И у кого эти знания есть, тот и правит мир, у того все карты. Вот эти масоны, о ком вы говорите, вот, это те же алхимики, основанные на герметизме, на вот тоже розенкерейцы, как правильно произносится. То есть они на основе вот этих наших знаний все создали. У нас это отняли. И мы, нет у нас, понимаете? Это все наша вина, от нас зависит. Вот а вина в том, что мы не хотим. И когда такие, как я, мы уже давно, сколько я начинал говорить о духовной нашей культуре возрождения, на меня смотрели, ну ты всегда говорили, вы художник сраный там,
спустись на землю, ты летаешь в облаках. Это вы летаете. Я о реальности говорю, а вы летаете в облаках с тех пор. Потому что у вас все эти знания отняли, и на основе этих знаний вами правят, и вы сегодня этим недовольны. Сегодня смотрите, какую у вас ошибку вижу. Вы опять-таки против того, что QR-кода, да, чтобы вы не стали заложниками этого искусственного. Ну, вы так, основная масса. Но опять-таки до этого и опять, тогда вы четко и ясно должны знать, какое будущее вы хотите видеть. Я думаю, вы точно такую же у вас позиция будет, как и у тех, кто сегодня вот раньше древний мир, вот именно вот точно такая же система, как сейчас, только не вот именно такая вот, начиналась с северного отсюда, большой Иран, с его религией, который не потом, а распространился по всему миру. Его осколки это все мировые религии. Зороастризм, Веды, Ригведы, Пураны там. Это все вот осколки нашей цивилизации, бывших рас и цивилизаций, лемуров, лемурийцев, атланта. О них еще говорил Эрнст Мулдашев, когда на экспедицию в город Шамбал отправился, город богов. Там он говорил, как в пещерах этот генофонд в позах самадхи там от каждой расы там они находятся в этой позе находятся. И по его словам, как он там писал, то что тоже вот эти бывшие расы цивилизации, они тоже, у них была мощная сила, третий глаз был развит, это шишковидная железа, которая у нас деформировалась. В общем, у них была огромная сила, и они тоже начали эту силу использовать на самоуничтожение. То есть вот как сейчас идет к опять мировой войне, если не последней, вот тогда эти бывшие цивилизации тоже с друг другом начали воевать, и вот эти, кто там в пещерах самадхи находятся до сегодняшнего момента, это вот эти от каждой расы, как они вот там, для того, чтобы, если самоуничтожение будет, опять оттуда выйти и дать росток, чтобы дальше эволюцию продолжить, им это, видимо, необходимо. Эволюция, она необходима. Заложена какая-то программа. И вот эти бывшие расы цивилизации есть, можно сказать, наши предки, еще более ранние, там, поздние, там, другие тела у них были, более такие неплотные, там, об этом вот очень подробно в своих трудах описывает Елена Петровна Блаватская в 2 томах. Второй вот том антропогенезис, другой космогенезис, если кто читал о бывших расах, цивилизации, эволюции, почитайте. Тяжело читается, но можно там как-то что-то поверхностно хотя бы понять.
Но вот очень заодно и более глубже поймете, что в себе несет наша культура и его символика, на чем основывается вообще. И религии тоже, и... В общем, там много нюансов. Ну, по крайней мере, есть над чем задуматься, как здравомыслящие. Мы должны, тем-то мы от животных отличаемся, которые кроме там покушать, у них ума, разума нет. Мы-то же отличаемся, если кто-то есть. Должны подход найти, подумать, хотя уже край. Уже мы говорим о том, как бы самосохраниться, как бы, но это быстро, резко, но это донести надо как-то. Наш парламент в какой-то степени молодцы. Да, 2 часа, 2 часа, сколько они? 2 часа этот был. А потом пересмотрели. И музыку на паузу нажали. Эти 2 часа в историю войдут у нас. Золотой век с 2 часа не... Я так и знал, конечно, что просто так это, потому что я же говорю, они свои планы. Да, так, я одного мракобеса забракодировал. Марат Дезерхарс. Все, данный прямой эфир я завершаю, оставлю его, сохраню, потому что он привязан к определенной вчерашней теме, чтобы не удлинять его, да, я его... А так, живое общение, сейчас я перезагрузку сделаю, на любые вопросы вот актуальные поговорим, так что скифта сармат таланта разма.